Географические сведения о кыргызах. Манасы публиковались в русской и европейской литературе еще в 1861-1917 годах. Это были труды академика Бартольда, венгерского исследователя Алмашина, русского путешественника Семенова-Тяньшанского и других, в которых давалась и общая характеристика, и другие многочисленные особенности этого шедевра кыргызского народного творчества. Например, русский ученый Мелиоранский в своих работах рассматривал исторические пласты эпоса. Корж высказывал свою точку зрения о самобытности поэтики и жанровых особенностях эпоса. В 1903 году вместе с организованной Русским географическим обществом комплексной научной экспедиции в Кыргызстан прибыл художник Смирнов. В Чуйской долине он записал от знаменитого кыякче-исказителя Кенжек-Хара отрывок из Семитея, вторая часть эпоса «Манас», и перевел его в прозе на русский язык. Смирнов поместил его в своей книге «В степях Туркестана», изданной в 1914 году. Кроме того, Смирновым была осуществлена фонозапись в исполнении Кенжек-Хара, нарисовано множество набросков о жизни и бытие кыргызов. Бесценный вклад в систематизацию истории кыргызского народа внесли ученые Бартольд, Аристов, Малов и другие. Труды русских исследователей Северцева, Каульбарса, Фетченко, Мушкетова, немецких ученых Фридрихсена, Керцбахера, американцев Дэвиса, Хантингтона послужили фундаментом для осмысления Кыргызстана как научного феномена. Таким образом, именно с вхождением Кыргызстана в состав России началось его систематическое и комплексное научное исследование. В конце XIX – начало XX веков, в период поэтапного вхождения кыргызов в состав России, началось широкое научное изучение общества, истории, культуры, природы Кыргызстана. В ходе военных, разведывательных, научных экспедиций русские и другие ученые, изучая географию, этнографию, фольклор, историю этого региона, закладывали основы последующего развития Кыргызстана в мировом сообществе. Несмотря на другие издержки колониальной политики, это было прогрессивной стороной вхождения Кыргызстана в состав России. Теперь вкратце о развитии материальной культуры кыргызов. Жилище. Кочевой образ жизни и патриархально-родовой быт оставили неизгладимый след в материальной культуре кыргызов. Весь их окружающий быт и средства существования – жилище, утварь, одежда, пища, орудия – были обусловлены особенностями кочевого образа жизни, необходимостью оперативной перемены места кочевки и сезонным характером ведения хозяйства. Исторические сведения и широкомасштабные археологические исследования, проведенные в Южной Сибири, Алтае, Тиниртоо, Семиречье и Памире, подтверждали, что кыргызы в своей материальной культуре были непосредственными носителями и продолжателями древних кочевых традиций, идущих от саков, усуни, хунов, монголов. Так, схожесть переносных жилищ усуни с юртами кыргызов, изображений одеяний древних тюрок на каменных памятниках с найденными позднее образцами одежды и обуви из могильников Кенкола доказывает тесные этнические связи кыргызов с другими народами этого региона. У кыргызов было два вида жилища – переносные и стационарные. Основным жилищем кочевых и полукочевых кыргызов была юрта, в ней проходила вся их жизнь. Соответственно, на протяжении многих веков опыт и практика способствовали совершенствованию составных частей этого жилища. Юрта быстро и надежно собиралась, легко разбиралась и была удобна для транспортировки. При перекочевке с одного стойбища на другое деревянные конструкции юрты, кошму и другие необходимые части вьючили на лошадей, верблюдов и яков. Величина и убранство юрты зависели от социального положения ее владельца. Баи и манапы жили в больших белых юртах и помимо этого ставили еще несколько дополнительных. Подавляющая же часть кочевников имела одну небольшую юрту. Декоративно-прикладное искусство. С древнейших времен у кыргызов были развиты прикладные виды искусства. Их материальной базой служило домашнее производство, связанное с обработкой продукции животноводства, древесины, металлов и так далее. В нем участвовал каждый член семьи независимо от возраста, и старший, и младший. Появление и развитие различных ремесел было обусловлено не только практическими нуждами кочевого образа жизни. Значительную роль играли также внутренние духовные запросы, тяга народа к красоте, совершенству, стремление к удовлетворению эстетических потребностей, использованию всех возможностей для улучшения и украшения быта. Несмотря на то, что кочевой образ жизни в силу объективных причин ограничивал и сдерживал развитие отдельных видов прикладного творчества, многие предметы домашнего быта, утвари, длительного пользования, внешние и внутренние конструкции юрты, ювелирные украшения, конная упряжь и другие, а также элементы убранства юрты, женская, мужская одежда и так далее, отличались высоким уровнем художественного исполнения, разнообразием форм, оригинальностью орнамента и узоров, разноцветием красок и фантазий.
В силу кочевых условий жизни кыргызов в их быту большое место занимало изделия из кожи, различная посуда, сосуды, конская сбруя, сундучки, футляры и так далее, которые нередко отличались неповторимостью форм и отделки. При украшении кожаных изделий применялись различные способы нанесения узоров, выдавливание с внутренней и внешней стороны, горячее тиснение, а также отделка металлом – серебро, золото, медь. Традиционным было ремесло ювелиров и мастеров по металлу. Народные мастера применяли самые разнообразные виды обработки металла – насечку по серебру, чеканка, штамповка, ажурная резьба, зернь. Особенно ценились в народе украшения и изделия из серебра – кольца, серьги, браслеты, накосные подвески, пуговицы и застежки. Не менее богатым был опыт резьбы по дереву. Декоративной резьбой украшали конструктивные части юрты, сундуки, деревянную кухонную утварь, музыкальные инструменты, отдельные предметы конного снаряжения. Иногда резьба сочеталась с росписью, что придавало изделиям особую выразительность. Таким образом, декоративно-прикладное искусство кыргызского народа, являясь неотделимой частью национальной культуры, отражало его менталитет, духовный мир, художественное видение и историко-этнические связи с другими народами.